В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы к этому часу. Торжественный запуск волоконно-оптической линии связи в 43 населенных пунктах региона состоялся сегодня. На Восточном экономическом форуме обсудили программу «Дальневосточный гектар». На сегодняшний день в ней участвуют 95 тысяч человек. В селе Актемцы Хангаласского улуса Якутии завершается строительство здания школы-сада. Хангаласский улус стал 4-м цифровым районом Якутии, где все населенные пункты подключены к высокоскоростной оптической линии связи. Это стало возможным благодаря торжественному запуску интернета в 43 населенных пунктах региона, в том числе и Хангаласского. Напомним, сегодня цифровым районом на территории Якутии считаются Нюрбинский, Мирнинский и Чурапчинский. За период с 2011 по 2021 годы Ростелеком инвестировал в развитие телекоммуникационной инфраструктуры более 5 миллиардов рублей. И вот по итогам 8 месяцев этого года магистральная волоконно-оптическая линия связи дошла до 43 населенных пунктов 12 улусов республики. По словам главы региона Айсена Николаева, это даст вновь подключенным населенным пунктам новый виток развития. Я сейчас посмотрел список населенных пунктов, туда пришел высокоскоростной интернет сегодня. Это 10 населенных пунктов Султанского района, это 7 наследков Усть-Алданского, 6 Чурапчинского, 4 наследия Верхнеуральского и многие-многие другие. Это большой результат. И это результат самоотверженного труда, в первую очередь, конечно же, работников Ростелекома. Я бы хотел выразить им огромную благодарность. В сложнейших условиях и пандемии, и лесных пожаров, которые у нас этим летом были, они мужественно выполнили свои задачи, преодолели все трудности. Я благодарен компании, каждому сотруднику за надежное партнерство, за нашу общую работу, которая на самом деле дает возможность людям жить в самых отдаленных уголках нашей республики и быть на связи со всем миром. Регионы Дальнего Востока и различные ведомства подводят итоги прошедшего Восточного экономического форума во Владивостоке. В итоговой онлайн-конференции принял участие заместитель председателя правительства Российской Федерации, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и министр страны по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также журналисты из разных регионов Дальнего Востока. Отмечается, что на площадках форума подписано рекордное количество соглашений и меморандумов. Инвесторы проявили большой интерес к участию в развитии территорий. Во время итоговой онлайн-конференции журналисты смогли задать интересующиеся вопросы по работе форума и по развитию регионов Дальнего Востока. Действительно, несмотря на то, что Восточный экономический форум в этом году прошел после годичного перерыва, он сохранил статус ведущей деловой площадки не только России. Всего в этом году в нем приняли участие делегаты из 57 стран мира. Одним из нововведений этого года стала площадка, на которой были представлены самые разные бизнес-проекты. Их всех объединила большая госпрограмма «Дальневосточный гектар». Как воспользовались шансом бесплатно приобрести землю и начать свой собственный стартап жители Дальнего Востока, расскажет Дмитрий Тымыров. На этой площадке представлены бизнес тех предпринимателей, которые получили дальневосточный гектар и на нем выстроили свой бизнес. Здесь представлено более 10 таких проектов. Еще одна интересная идея, как использовать полученный участок земли от жителей из Южно-Сахалинска. Это рыбная ферма. Олег Парапанов получил свой гектар еще в 2018 году. Такой долгосрочный и трудоемкий бизнес не напугал мужчину. 2 вида рыб сейчас – это карп и стерлядь. В процессе мы придем к другому. Будет и карп, стерлядь, плюс будет бестеры, там разновидности стерляди. Может быть, если получится, то будет еще форель. На проектную мощность предприниматель планирует выйти уже через несколько лет, а пока занимается его развитием. А вот житель Приморья давно вышел на проектную мощность. Необычные продукты, выращенные на дальневосточных гектарах, уже вывозятся за пределы региона. Открою секрет, у меня не 1 гектар, у нас коллективная заявка на 10 гектаров. На 10 гектарах мы организовали производство.
Компания у меня существует с 2007 года. И дальневосточные гектары это стало подспорьем. Почему? Потому что компания стала динамично развиваться, выходить на новые территории. Юрий занимается изготовлением банных веников. Сегодня его продукция пользуется большим успехом среди жителей всего Дальнего Востока. Основные клиенты у меня Сахалинская область, Камчатский край, Магадан. Иногда касаемо Якутска, то есть люди сами забирают и вывозят на территорию Республики Саха. По словам предпринимателей, они не сразу вышли на массовое производство. Бизнес наращивался годами. Но по их словам, именно дальневосточный гектар – это шанс построить успешный бизнес, реализовать свою мечту и заявить о себе. Дальневосточный гектар дает возможность любому человеку на каком-то участке земли сделать бизнес. Я по-другому даже не знаю, как назвать. Нормальный бизнес. И вот в этом году самые успешные проекты были презентованы на Восточном экономическом форуме. Дмитрий Тымыров, Джунстан Иннокентьев, Владивосток, Приморский край. 29 лесных пожаров действуют на территории Якутии. Огнем охвачено более 232 тысяч гектаров. Об этом в ходе брифинга Оперштаба сообщил заместитель министра экологии республики Сергей Сивцев. За последние сутки удалось локализовать 3 очага, 10 ликвидировано, еще 10 обнаружено. На данный момент тушатся 8 пожаров, 334 человека и 23 единицы техники действуют на местах. Также работает авиация. Также вновь обнаружено 10 новых пожаров. Это в зоне контроля, в том числе в зонах обслуживания. Это в Хангаласском районе, Усалданском и Вилюйском районах. Вчера авиация работала в Нюрбинском районе, это вертолет Ми-8, на тушение лесных пожаров. Весомым вкладом в развитие питомнического лесного хозяйства стала новая редакция федерального закона, вступившая в силу 1 сентября, о внесении изменений в Лесной кодекс России и отдельные законодательные акты. Теперь создавать лесные питомники смогут как государственные и муниципальные организации на праве бессрочного пользования, так и частные лица, взявшие землю в аренду. Закон также затронул и вопросы компенсационного лесовосстановления. О новых правилах игры для компании и важной роли лесопитомников в материале Айсены Бурнашовой. Новое дерево взамен каждого срубленного. Теперь компании, использовавшие лес, должны не только посадить, но и ухаживать за деревьями в течение 3 лет. Добиться стопроцентного выбытия и воспроизводства лесов поможет и смена локации. Если раньше линейщик так называемый или там лицо, у которого возникли обязательства по компенсационному лесовосстановлению, он мог только на территории того субъекта, где рубил, это делать. Теперь законодательство позволяет ему уходить на территорию других субъектов. Уйти в другие субъекты значит повысить лесистость там, где это крайне необходимо. По данным Рослесхоза, один из самых больших объемов лесовосстановления по России приходится на Якутию. Вот в ближайшее время мы вместе с органами власти субъекта определим объем доступных площадей технически, будем туда направлять и бизнес, и силы самого субъекта для того, чтобы лес восстановить. Добиться качественного и быстрого восстановления лесов, используя улучшенный посадочный материал, невозможно без лесопитомников. Еще в прошлом году в селе Солянка Алекминского улуса был запущен первый в республике пилотный проект. Лесопитомник площадью 4,2 гектара с возможной мощностью 3 миллиона сеянцев в открытом и около 145 тысяч в закрытом грунте. И они могут быть выращены и в самом Алекминском районе, в Ленском районе, в Центральной Якутии, в Хангаласском районе. Они, можно сказать, уже приспособлены для того, чтобы расти в условиях нашей Якутии. После посадки в лесном фонде качественная поросль может быстро образоваться. Спустя 5-6 лет, говорят специалисты. В этом году лесопитомник планирует вырастить и лиственницу даурскую. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва, Якутск. Перейдем к эпидобстановке в республике. 146 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено за сутки. В Якутске 82 заболевших, в Мирнинском районе 9, в Амгинском и Чурапчинском по 6, в Намском и Алекминском районах по 5 инфицированных. В Вилюйском, Ленском и Мегино-Кангаласском по 4, в Нерюнгринском и Сунтарском районах по 3 случая. В Алданском, Верхневилюйском, Усть-Алданском и Хангаласском районах по 2,
и по одному в Алайховском, Верхнеколымском, Верхоянском, Горном, Среднеколымском, Усть-Майском и Устьянском районах. За сутки лабораториями республики проведено 1142 исследования. В сентябре откроет свои двери школа-сад в селе Актемцы Хангаласского района. Здание площадью более 5000 квадратных метров возвели за место старой деревянной школы. Школа и детский сад отвечают всем образовательным стандартам с современной мебелью и специализированными классными кабинетами. Наш корреспондент Ульяна Шагина сейчас находится там. Она готова поделиться впечатлениями. Мы сейчас находимся в селе Актемцы. Здесь свои долгожданные двери уже в середине сентября откроет школа-сад. Школа на 220 мест и объединенный детский сад на 100 детишек. Очень хорошая зона, газоны, детские площадки. Все в очень таком современном виде. Ну и, конечно, вы сейчас можете на картинке у нас на кадрах увидеть, в каком современном стиле построена школа не только снаружи, но и внутри. Специальные кабинеты, кабинеты труда, кабинеты химии, биологии. Все специализировано, все для детишек. Ну и сейчас рядом со мной находится директор школы Калиста Федосьевна Афанасьева. Добрый день, Калиста Федосьевна. Ну вот расскажите, пожалуйста, с каким рвением вот вы строили, вы сказали, что очень много здесь внимания уделили и сами выпускники школ, да, которые тоже внесли свою лепту. Добрый день. Ну, строительство новой школы мы добивались более 20 лет. И в 2019 году, вот как вы уже сказали, забили первую сваю. И в этом мы очень благодарим наше правительство, нашего главу Эсена Сергеевича Николаева. И вы видите, насколько это все в современном стиле, которое отвечает новым требованиям. Какой должна быть школа, да? Ну, Актемская школа, она плюс еще и агропрофилированная школа, да? То есть чем вы занимаетесь? С 2012 года мы занимаемся пчеловодством, и этот проект мы распространили по всей республике. Сейчас, вот в этом году, нас очень заинтересовало благоустройство именно территорий, а именно вот посадка газонов. Здесь очень много наших ребят участвовало при посадки этих газонов, и будет новая исследовательская работа, где наши дети будут изучать данный проект по благоустройству. Ну, я скажу, что имея такие хорошие условия, да, наверное, дети начнут еще лучше учиться, обучаться. Ну и, конечно же, пожелаем детям